Знамя Победы в Великой Отечественной войне для каждого гражданина России является символом Родины, мужества и стойкости советского, российского народа. В Якутии, самой большой по территории и самой малонаселенной республике, это особенное знамя. Потому что малочисленный, но многонациональный народ Якутии потерял в Великой войне каждого второго человека в семье и даже всю семью. Поэтому в республике 10 мая 2019 года стартовала эстафета «Знамени Победы» и охватила все районы Якутии. Знамя передавалось из рук в руки в каждом населенном пункте. Знамя Победы было водружено на самую высокую вершину Якутии – пик Победы. Пользуясь случаем, хочу тоже выразить слова благодарности нашим муниципалитетам. Да. Они достойно встретили, достойно приняли эстафету «Знамени Победы». Были очень много мероприятий, начиная с дошкольного возраста, заканчивая нашими ветеранами. Мы очень хорошо провели эстафету «Знамени Победы». Еще завершающий этап эстафеты «Знамени Победы» мы 8 мая все-таки сделали водружение на площади Победы. Тоже это очень знаковое мероприятие, торжественное мероприятие. По инициативе Ассоциации ветеранов боевых действий и ветеранов внутренних дел, это руководитель Василий Местников, они еще в начале года предложили водружить Знамя Победы самой высочайшей горы Пик Победы. Ребята, несмотря на все сложности, все-таки мы разрешили экспедиции поехать и водружить Знамя Победы, и они в июне, в начале июля месяца они водружили в Момском районе наше Знамя Победы. Такое восхождение требует сил и средств. Основным учредителем водружения стал Фонд Победы Якутии, но помощников в таком деле было много. Русское географическое общество, Министерство молодежи и МВД Якутии, Момский район и компании Майтона, Японец, Саха-Экстрим и другие. Но главным фактором являлось одно – в юбилейный год Великой Победы водрузить Знамя Победы на самый высокий пик Якутии. Практически все ребята, которые туда поднимались, они либо служили в армии, либо служили в органах внутренних дел, либо действующие сотрудники. Поэтому слово «патриотизм» для этих людей – это не пустое слово. Гора Победа в Якутии – высшая точка Буардахского высокогорного массива, высшая точка хребта Черского, высочайшая точка северо-востока Сибири, самая высокая на северо-востоке России – гора Победа, 3003 метра над уровнем моря. Гора находится примерно в 180 километрах к северо-востоку от поселка Уснера и почти на 140 километров южнее Полярного круга. Находится в массиве Нагорья Черского. Одна из самых многообразных по природе сложения горных пород. Имеет одну из самых сложных категорий для альпинизма. Это хребет Черского, это считается горной страной, там большие массивы горных хребтов, естественно, как в горах, наверное, да, особенно у нас на северах, там как будто космическая природа, там нету ни зелени, ни животных, ни насекомых, ничего там не растет, как говорится, да. Форма жизни, она какая-то, не знаю, все равно биология там какая-то присутствует, да, потому что на снегу мы видели какие-то полосы разного цвета, красного цвета. Это на уровне бактерий какие-то формы жизни там существуют. Камни там очень такие сыпучие, да, у нас в Якутии, не знаю, наверное, из-за температуры, наверное, да, или порода там какая-то почва определенная. Камни у нас очень острые скалы, там, когда по одежде пройдешься, там поцарапать можно, повредить одежду, да, они очень острые, как ножи, вот так вот торчат. И самое плохое то, что бывают такие, вроде бы большая глыба камня, ты за нее хватаешься, надо его проверить, потому что даже эта большая глыба, она может отломиться и улететь вниз вместе с тобой. Поэтому альпинизм у нас в Якутии, он такой еще сложный тем, что у нас порода камней, наверное, такая сложная.
То есть в оба глаза надо смотреть, когда камень прилетает, это очень неприятная штука. Сама гора для альпинистов, она где-то вот второй Б категории, по-моему, сложности из 5 возможных, да. Есть еще 6-я категория невозможная, но вот из 5 возможных это вот 2-я категория. Для такого восхождения на Гору Победы нужно не только иметь физподготовку, но быть прекрасным альпинистом и даже больше. Принимали участие 12 человек, в том числе и женщина. Те ребята, которые были в составе в нашем, да, они занимались и занимаются спортом обязательно, да. Естественно, мы проходили много тренингов, тестов. Руководителем туристической части был Цепанин Георгий Ионович. Он сам врач-травматолог, естественно, он как бы жесткий такой отбор сделал. Мы всю зиму готовились, ходили на другие восхождения, на другие более как бы менее высокие высоты. Ну, естественно, ежедневный, каждодневный труд. Проходили теорию, совместно обучались с ребятами из Федерации альпинизма, проходили практическую и теоретическую часть. Подготовка к этому, это, естественно, просто взял, подумал и пошел на такую гору. Ну, такого не бывает. Во-первых, это сплоченная команда должна быть, поэтому мы все эти месяцы тренировок сплачивались, начинали как бы понимать друг друга, и когда уже к концу тренировок пришли, не знаю, вот какое-то там вот чувство, да, единение, вот мы уже тогда были готовы. Участникам восхождения предстояло преодолеть 1700 километров на машинах, вездеходах, катамаранах и пешком. Тем более маршрут был признан Федерацией альпинизма России 5-й категории сложности. Но сам маршрут, он складывается из нескольких этапов. То есть прохождение там более 100 там, с чем-то километров, плюс добавляется вот эти все прохождения нескольких перевалов, а мы проходили множество перевалов для того, чтобы дойти именно до подножия, да? После чего еще проходили множество перевалов, когда мы уже спускались вниз. Кстати, мы проходили вот этот вот горный массив не туда и обратно, да, а прошли ее насквозь, и катамараны у нас стояли уже с другой стороны вот всего этого горного массива. Вот. Ну и естественно, как бы туда, вот эту категорию сложности добавляется еще водный маршрут наш. А по воде мы шли 340 километров. Это вот горные реки, они, естественно, они буйные, бурные такие. Тоже определенная сложность в них тоже есть. Когда собираешься в горные походы, ну вот такие сложные походы, да, мы обязательно защищаем, называется маршрутная книжка. Ее принимает комиссия специальная, которая находится в Новосибирске. Мы отправили все материалы туда. Конечно, они нас много-много поправляли, и в результате мы все равно как бы защитили ее, да, потому что, вот как я говорил, должно складываться из множества моментов сложностей, да, и мы все-таки как бы эти моменты сложности организовали, и наш маршрут был засчитан 5-й категории сложности. Преодолев путь до подножия вершины и готовясь взойти на Гору Победы, сама природа стала помогать альпинистам, будто понимая, что люди, пришедшие на гору, идут с особой миссией. Ну, у нас была такая миссия, цель водружения Знамени Победы. Накануне дня, когда мы собирались уже подняться на саму вершину, мы уже находились у подножия горы Победа. Случилось что-то странное, да, вот небо открылось. Было ясное небо, хотя мы в описаниях, ну, в изучении изучали же вот эту вот всю как бы характеристику местности, да, там всегда были ветра, всегда были облака, там, да, ну, все-таки гора, там облака иногда задерживаются и задолго, ну, как бы надолго, да, и можно было там неделями ждать, пока распогодится. В нашем случае, ну, на следующий же день уже погода открылась, и интересно, что вообще не ветрено было, да. Ветров вообще не было, хотя гора Победа всегда славилась своими ветрами, да. И на небе появились такие интересные такие бабочки. Ну, они как сверчки, как бы похожи, да, светлые такие, серовато-светлые бабочки. Их оказалось превеликое множество. Еще можно подумать, когда ветром задуло вот снизу, да, несколько штук, когда ты видишь. А когда видишь миллионы, можно даже сказать сотни миллионов этих бабочек, я сначала подумал, что снег идет, а потом приглянулся, это, оказывается, бабочки.
Их очень-очень много было. Бывалые люди, там с нами принимал участие альпинист высшей категории, он является кандидатом мастера спорта СССР тогда еще, да, по альпинизму. Он приехал специально с Красноярска, он был инструктором нашим по горной технике. Вот. И он сам удивлялся, говорит, ни разу в горах, а он свыше 300 раз был на восхождениях, да? И ни разу такого не видел, да? И мы про себя вот такие вот думаем, к чему бы это, да? Наверное, каждый в душе, наверное, как-то по-другому, по-разному себе воспринимал, но пришли к общему мнению, то, что это, наверное, души наших дедов, умерших воинов, солдат, которые принимали участие, каким-то образом вот находились рядом с нами, и благодаря чему вот и погода стояла нормальная, да, и восхождение как-то вот очень было таким приятным, спокойным, и восхождение хорошо удалось нам взойти на вершину. Это на следующий день было, они все нас сопровождали, и как только мы уже спустились вниз после восхождения с горы Победы, эти бабочки раз и исчезли, их больше мы не видели. Команда альпинистов поднялась на гору Победы Якутии в память о тех людях, кто отстоял Родину для нашей сегодняшней жизни. Естественно, шли с чувством патриотизма, знамя Победы, она согревала наши сердца, мы поднялись наверх, развернули это знамя Победы, и так легко на душе стало. И, естественно, мы, идя на такое мероприятие, взяли с собой фотографии своих родственников, тех, которые воевали, тех, которые потом строили нашу мирную жизнь, которые в тылу тоже защищали нашу Родину. Фотографии наших дедушек, бабушек. Там, на вершине, мы совершили бессмертный полк. То есть здесь 9 мая нам не удалось это сделать, но мы решили это сделать там, на вершине. Именно на пике самой горы Победа, которая была названа в честь Великой Победы, которую принесли вот и они, наши деды. Знамя Победы в Великой Отечественной войне, в которой погибло множество якутян, водружено на вершину высотой 3003 метра на пик Победы Якутии.